Очень интересные доклады мы услышали от наших коллег. И я тоже хотел высказать свое мнение по вопросу интеграции в ЕАЭС. Исходя из того, что в регионе наблюдается тенденция конкуренции между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом, в этом числе этот вопрос хорошо видно и в Грузии, и в Армении. То есть ЕС дает какие-то обещания, включая визолиберализацию, статуса кандидата и так далее. И на это они играют, пытаясь обмануть и использовать в своих целях вопреки интересам наших стран. Поэтому вижу необходимость обсудить этот вопрос и понять, к чему это приведет. Я неоднократно заявлял, что Грузия должна сделать исторический выбор и присоединиться к Евразийскому экономическому союзу. Это, безусловно, необходимо с экономической точки зрения и, конечно же, с идеологической точки зрения. Для грузинского народа традиционные ценности превыше всего. Думаю, вам будет интересно узнать грузинский негативный опыт в процессе евроинтеграции и то, с чем столкнулся население Грузии, особенно после того, как Тбилиси получила статус кандидата ЕС. Начнем с того, что в Европейский Союз начался процесс распада. После выхода Великобритании с ЕС другие европейские страны, такие как Франция, Германия, Венгрия и Польша, также публично рассматривают возможность выхода из этой организации. Стоит отметить, что одна из основных причин является идеологический вопрос. Брюссель требует от стран-членов и кандидатов полного подчинения, что лишает страну государственности. Также требования связаны с приемом мигрантов, против чего 2017 года выступила Польша, за что Брюссель пригрозил ей санкциями, что показывает агрессивную политику ЕС, навязывая то, что противоречит интересам страны, входящей в объединение. Грузия получила статус кандидата от Евросоюза 14 декабря 2023 года. Что сопровождалось требованиями так называемого открытия второго фронта, не препятствия пропаганды ЛГБТ и так далее. То есть они требовали того, что грузинский народ никогда не примет, и когда Грузия отказалась выполнять директиву ЕС, уже в начале 2024 года местная радикальная оппозиция, подстрекаемая Брюсселем, начала активизацию сценария государственного переворота. Правительство пересекло попытки Майдана и приняло ряд законов, защищающих нашу страну от бюрократии ЕС. Например, закон о защите традиционных ценностей, а также закон о запрете деятельности иноагентов, то есть НПО, которые подпитывались западными мигрантами и с 2019 года организовали штурм здания парламента с целью устроить очередной государственный переворот. Что касается экономических вопросов, то ни одна из стран Восточной Европы не выиграла от вступления в ЕС. Например, экономика Болгарии до вступления развивалась, а после вступления производство ежегодно деградирует. Вспомним также кризис в Греции. Это показатель того, что политика Брюсселя направлена на то, чтобы большинство стран-членов ЕС стали рынками сбыта. Это приводит к оттоку рабочей силы и населения в целом из страны на заработки западные страны, западноевропейские страны. То есть возникают демографические проблемы, примером чему служат страны Балтии, откуда население массово покидает страну, а их место занимают мигранты.
Именно этому Грузия хорошо видит и проблемы пытается защитить страну соответствующими законами. На что представители Брюсселя реагируют агрессивно, например, со стороны посла ЕС и послами европейских стран в целом неоднократно пытались вмешиваться в внутреннее дело Грузии и этим, по сути, нарушали декларацию ООН о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств. Несмотря на то, что официальный курс страны ориентирован на Брюссель, в Грузии евроинтеграция практически приостановлена, о чем открыто заявил премьер-министр, отметив, что в этом виновата сама европейская бюрократия. И причина этого названа открыто. Евросоюз и США хотят, чтобы Грузия была втянута в украинский конфликт и открыли так называемый второй фронт, что обернулось бы катастрофой для нашей страны. Также нужно отметить, что грузинская сторона отказалась участвовать в антироссийских санкциях. Именно поэтому сегодня Брюссель шантажирует Тбилиси, заявляя, что отменит безвизовый режим для Грузии, если правительство не согласится на требования Евросоюза. Как неудивительно, депутаты Европарламента и министры европейских стран, например, участвуют в антиправительственных митингах в Тбилиси, в том числе и недавно, когда действующий председатель ОБСЕ, находящийся в Грузии, в Тбилиси, посетила митинг радикальной оппозиции и была оштрафована за участие в несанкционном митинге и незаконное перекрытие магистрали. Другими словами, сегодня Грузия сталкивается с европейской бюрократией, понимая насколько пагубна евроинтеграция. Поэтому, когда страна региона рассматривает возможность сближения с Брюсселем, советуем сначала хорошо подумать и изучить опыт Грузии в этом направлении. Еще нужно отметить, что статус кандидата ЕС – это ловушка, после чего у страны появляются односторонние обязанности перед Брюсселем на неопределенный срок. То есть, возможно, придется десятилетиями ждать вступления в Европейский Союз, как и в случае с Турцией, которая статус кандидата получила в 1999 году и уже более 25 лет ждет, чтобы ее приняли. Как известно, ЕС ограничивает торговлю, то, что я уже отметил, страна, входящая в объединение, является рынком сбыта для стран Западной Европы. И это целенаправленная политика о Евразийском экономическом союзе, абсолютное равноправие и свобода торговли. В регионе всем хорошо известны политические и экономические дивиденды, которых после вступления в ЕС страны получают, в том числе выгоду от свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, что приводит к упрощению таможенного оформления. Сокращение сроков отгрузки и росту внешней торговли. Участницы ЕАЭС демонстрируют рост объемов внешней торговли после вступления. Я помню, в 2022 году в ЕАЭС был зафиксирован рекордный низкий уровень безработицы, 4%. Несмотря на то, что расстояние между границами Армении и Беларуси примерно 2000 километров, но это не мешает торговле. Наоборот, после вступления Армении в ЕАЭС товарооборот между двумя странами увеличился в 5 раз. Нужно отметить, что главной торговым партнером для Грузии является Россия. Кроме этого, от Москвы Тбилиси получает энергоносители значительно по низкой цене в сравнении с международными ценами. Также российский капитал в Грузии за последние несколько лет увеличился в разы. И эти факты напрямую влияют на рост ВВП Грузии. Также существенная доля торговли нашей страны с другими странами с СНГ, в том числе с Арменией.
товарооборот с каждым годом увеличивается. Исходя из этого, наша партия «Солидарность во имя мира» выступает за вступление Грузии в ЕАЭС. Мы выступаем за союзнические отношения с Россией, с Арменией, с Белоруссией и с другими странами, которые входят в объединение ЕАЭС. Исходя из того, что мы долгое время жили в одном пространстве, у нас общие интересы. И на сегодня в условиях жесткой конкуренции со стороны западных стран нужно объединить усилия, и мы будем двигаться в этом направлении. Все хорошо понимают, что мы уже многополярны, идет процесс сформирования новых экономических и финансовых центров, и после ухода долларовой системы я уверен, что в регионе будет новая валютная зона в виде рубля, которая заменить доллар в качестве резервной и инвестиционной валюты. И это означает, что Запад больше не сможет нас грабить, а новый экономический центр обеспечит стабильный экономический рост для нашего региона. Спасибо за внимание.